Хлеб, соль, девушки в кокошниках. Так Ухта встретила первых пассажиров рейса Москва-Ухта. Регулярное авиасообщение между столицей страны и жемчужиной Севера стало возможно после ремонта взлетной полосы. Ее протяженность рекордной для Коми 2650 метров. Самолет новый, видно, да, сколько он в эксплуатации? Вот всего. Он новый, он все отдельно, все свежее, все. Но сегодня именно на этот рейс он закреплен, именно этот самолет, или это будет меняться? А там они все у нас такие. Неудовлетворительное состояние покрытия уже многие годы не позволяло приземляться сюда современным лайнерам. Так, в прошлом году встал вопрос о полном прекращении авиаперевозок из географического центра республики. К нам просили из компании Нордавиа на Боингах летать в Москву. Просилась Газпромавиа на суперджетах. Мы им отказываем до выполнения ремонта, потому что у них низко расположены двигатели, а верхний слой покрытия полосы щебенка вылетает, может попасть в двигатели. Поэтому мы им не дали пока согласия, вот пока до ремонта. Как только ремонт будет сделан, пойдут к нам и Боинги, и суперджеты. Масло в огонь подлили и расплодившиеся бродячие псы. Они то и дело забегали на закрытую территорию. В конце марта одному самолету даже пришлось повторно заходить на посадку. К решению копившихся годами проблем подключились газовики. 18 мая подписан договор пожертвования на ремонт Ухтинского аэропорта. Общая сумма выделенных средств – рекордный 500 миллиарда рублей. В мае месяце по руководству, по команде «Газпрома» был составлен договор. «Газпром Трансгаз Ухта» подписала договор, в котором определена сумма для объектов аэропорта 500 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнены работы на 312 миллионов рублей. На данный момент полоса закончена 100%. Работы по восстановлению взлетки начались 25 мая и завершились только сейчас. Пилоты компании «Ютейр», управляющие новыми суперджетами 100, ее состоянием остались довольны. Полоса прекрасная, по сравнению с другими северными городами. У вас очень хорошая полоса. Очень понравилось. Отличные средства РТС на аэродроме стоят. И вообще нам очень понравился. Пассажирам восстановление межрегионального авиасообщения тоже в радость. Теперь до Внуково они долетят всего за 2 с небольшим часа. А оттуда им открыты все направления. Для нас, конечно, это очень большое дело для города Ухты, для всех жителей, что у нас сегодня появился действительно перевозчик, который может оказывать комфортные услуги по переезду, по перелету в Москву и обратно. И сегодня горожане, наверное, не то слово, наверное, очень довольны сегодняшним событием. Это первый самолет. Я надеюсь, что это будет не последний. Я надеюсь, что еще будут другие авиалинии зайдут, хотя тоже переговоры ведутся. Насколько я знаю, что еще, может быть, даже до конца августа месяца еще одна авиалиния к нам сюда зайдет. Общий пассажиропоток из Коми 420 тысяч человек в год. Из них почти 60 тысяч приходится на воздушную гавань Ухты. После ремонта доля города, вероятно, возрастет, ведь пользоваться местным аэропортом, по сути, будет и Сосногорск, и Печора, и Троицко-Печорск, и Усть-Циль-Сыжмань. При этом обновленная полоса однозначно привлечет других авиаперевозчиков. А это, в свою очередь, обязательно приведет к еще более существенному снижению цен на перелеты. Наталья Литкевич, Евгений Грок, телеканал Юрган, Ухта.